Второе отделение нашего концерта в Time Cafe Нью-Йорк будет посвящено авторским песням. Но пусть вас не смущает это словосочетание, уже устоявшаяся авторская песня. Не будет ни Акуджавы, ни Висбора, это будут другие вещи. Просто это те вещи, которые написали люди конкретные. До этого мы пели тоже песни, которые написали люди, но там было с миру по нитке, и в итоге вышла песня, потому что, конечно же, где-то кто-то написал, потом пели в одной деревне, в другой деревне, все видоизменялось, либо это вообще просто могло быть такая импровизация, да, то сейчас будет концерт, отделение, в котором будут песни наших друзей, ребят, которые играют до сих пор рок-музыку в Удмуртии, в городе Ижевске, в городе Воткинске, ну и наши песенки. Вот. Мы будем здесь уже говорить, у нас не будет видеоряда, который нас гонит, и там мы без слов, без ничего. Сейчас мы будем в таком режиме посиделок общаться. И вот откроем мы свое второе отделение песней, который сочинил Саша Африканец. Может быть, кто-то знает его. Группа «Сны» или «Сны африканца». Александр Скворцов, Александр Парин, у него есть несколько псевдонимов, есть свои имена, их тоже не одно. Так вот, Шура написал эту песенку, когда был совсем юным. И это сразу вы почувствуете, потому что такую влюбленность может пережить, наверное, только совсем юный человек, который здесь, в этой музыке, в этих стихах, а может, это даже не стихи, в этом тексте дышит. Мне как раз нравится то, что в некоторых песнях нет рифм в текстах, но, тем не менее, это поэзия, это, безусловно, поэзия. Итак, «Японочка» или «Сны». Эта песня дала когда-то название группе «Сны». Пришла же она ко мне пешком. Значит, где-то расцвела вишня, и ветер не успел сорвать лепестки. Тонких, как пальцы твои,
называется «Танец». Мы ее поем уже миллион лет. Все девчата, все птицы, которые сейчас даже уже в запасе и поют в Вербном воскресенье или вообще в разных странах, в разных городах, разлетелись, они уже пели эту песню. Но песня до того классная. Автор ее Дмитрий Манылов. Димка, ну, в общем-то, тоже занимался рок-музыкой, и сейчас, поныне, он тоже пишет песни, поет их. У него была группа «Посадоба», сейчас он живет в Питере, вот, преподает в каком-то университете, по-моему. Вот, он интересный такой парень. А песня «Танец», она... Вообще у нас несколько песен его на сочинение будет в программе, потому что это тот автор, с которого мы вообще начали. «Птица Талбурдон» начала свою творческий полет. Вот. И первая, вот эта песня называется «Танец». Когда-то мы ее танцевали, вернее, пели, и один удивительный человек, он, по-моему, европеец, я не помню, какая у него национальность, но вообще он у нас здесь преподавал танцы, и потом долго жил в Индии, в Арамболе. Вот он сказал интересную вещь. Когда вы поете эту песню, моя тонкая тяга танцует. Мне очень понравилось. Так вот, песня «Танец». Здесь, конечно, плотными телами не попляшешь, но вот тонкими, может быть, удастся. И все повторяют, ты очень похожа. Я размахну руками, а ты пожимаешь плечами. Немного музыки, все танцуют. 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 Мы с вами танцуем, летим над полями. Летим над полями, парим над домами. Мы яркие жизни узоры рисуем. Рискуем, Танцуем, снова рискуем. любим и плачем, кружимся и скачем. Мы яркие жизни узоры рисуем. А сами танцуем, мы с вами танцуем. Спасибо. Следующая песня называется «Бесконечные бои». Автор Дмитрий Манылов.
А солирует здесь у нас вот Марина Петрова. Бесконечные бои за историю на старость ни к чему не привели. Как все было, так осталось, силуэт одной земли, неизменный, как усталость и стальные корабли. И бесстрашные солдаты, как 100 лет назад ушли в смертный бой на самокатах, так и нет их бородатых, только сабли принесли. И улыбки в детсадах, вызывая неизменно их портреты в рамах спят, горделиво и смиренно их портреты в рамах спят. Где земля, где небо, разобрать нельзя. Может, это мертвая петля. В доме на стене бы не было тебя, если в небе не было тебя. Бесконечные бои за историю на старость ни к чему не привели. Как все было, так осталось, силуэт одной земли, неизменный, как усталость и стальные корабли. Еще одна песня Дмитрия Манылова называется «Дешевый, но блюз». шикарные машины внизу. Вас обвинят в растрате, пейте сейчас, слушайте джаз и утрите сразу. Я знаю, нет причины, чтобы так жить. Такая скверная погода давно. Но что за снег у вас на крыше лежит? Что за туман застилает окно?
Здесь не ЦК и не сиротский Здесь не приют. ЦК и не сиротский И не Нью-Йоркский академик. И не Нью-Йоркский академик. Конечно, здесь куда попало. Конечно, здесь куда попало плюнут. В этой маске вас никто. В этой маске вас никто. И никогда не найдет дешевый, но блюз. Прохладный, но джаз. Дешевый, но блюз. Прозрачный, но джаз. Дешевый, но блюз. Прохладный, но джаз. Дешевый, но блюз. Прозрачный, но джаз. Следующую песню написал удивительный человек, его зовут Рудольф Стерхов. Это основоположник одной из самых мощнейших и самых, ну, таких очень своеобразных групп, которые, может быть, дали даже, ну, звучание вообще всей ижевской музыки. Группа «Дисциплина» у нас есть такая. Вот недавно Валера Перевозчиков 65 лет отмечал, это ее бессменный как бы паровоз. Его и зовут Паровоз, в общем-то. Паровоз и паровоз. Валера Перевозчиков паровоз всея Удмуртии, всего Ижевска, всей рок-музыки. Чудесный, скромнейший, великолепнейший человек. А Рудольф Стерхов, в общем-то, вот вместе с Паровозом они начинали эту группу «Дисциплина». Потом Рудольф уехал в Москву, и вот он продолжает писать песни, иногда приезжает, играет здесь концерты с ребятами. Одна из его не самых старых песен, наверное, лет 5, а может быть 6 этой песни. Называется «Приходите к себе». Тоже своевременная песня очень. Никому
приходите к себе, уходите в себя. А вот следующую песню уже она родилась у одной из наших птиц. Вот Ульяна Каратаева, автор следующей песни. Ульяна Каратаева расскажет сама про эту песню. Давай, рассказывай. Песня написана в 18 лет, и этим все сказано. Ну, про первую любовь на стихи Константина Светлакова. Он живет в городе Воткинске, да? Да. Душа человеческая
А следующую песню написал один из моих самых любимых людей на этой планете, Сергей Ищенко, мой друг и товарищ и брат. Вот, написал он ее давно-давно, в 92 году. Называется «Дирижер». Я подумала, почему бы мне ее не спеть. У меня образование такое. Дирижерская. Льют чай из ковша, и звезды падают с неба на снег не спеша. Потомок сфинкса проходит по руслу газет. На грани прожитых лет. Еще одна песня Дмитрия Манылова, которая называется «Весна». Исполнит нам ее Лена Крикмина. Мы подпоем. Смотри на лица, летит земля, кружится голова. Сегодня праздник, первый день красоты. На голову слетаются слова. Высоту тропических ливней буран, как взлетающий дух. И симпатия их тем взаимней, и симпатия их тем взаимней, и симпатия их тем взаимней, чем способнее родить красоту, чем способнее родить красоту. Вся материя снегом растает, тучный мир повернется во сне. Только облако пена густая, только облако пена густая, только облако пена густая, только музыка будет к весне, только музыка.
река будет весне. Смотри налево, вырастают бабки. Летит земля, кружится голова. Сегодня праздник, первый день без шапки. На голову слетаются слова. Дождь звонит в подъезде подруга, чья-то ржавая тачка чихнет и отправится на перекресток, чтобы отпраздновать свой Новый год. По традиции слишком пресный, эта слякоть выходит из моды, эта слякоть выходит из моды, эта слякоть выходит из моды на любви. Ни огня, увязли, на любви. Ни огня, увязли, смотри налево, вырастают бабки. Летит земля, кружится голова. Сегодня праздник, первый день без шапки. На голову слетаются слова. Вот уже и лето скоро. Вот уже и скоро совсем вот на носу. И такое настроение летнее очень хорошо передается в одной песенке Сереги Ещенко, называется «На желтый автобус». Мы надеемся, что лето не будет дождливым, но иногда дожди летом прекрасны. Желтый автобус, идущий в пар, опускает глаза в шоссе. Я не вижу его маршрут, мне мешает обильный дождь. В транспорте некуда больше сесть, и поэтому я стою. Передайте один билет, одолжите мне теплый шар. О, это все, что я хочу. Не может быть, не может быть.
Ну вот так мы движемся с вами и доплыли до острова. Это песня, которая, наверное, тоже повлияла очень на вообще наше творчество. С интересной аранжировкой. Песня написана на стихи Зинаиды Сарасатских, а кем написана музыка, даже уже стерлась в веках. Но говорят, что написала Настя Зеленина и со мной вместе, с Мариной Сальниковой. Ну, мы уже не помним, кто что там делал. Да. Итак, «Остров», стихи Зинаиды Сарасатских, музыка Анастасия Зеленина, Марина Сальникова.
еще одна песенка такая волшебная, называется «Птица Талбурдо». В общем, без затей. Мы подвигаемся все ближе и ближе к завершению. Это предпоследняя вещица. Вот. Если ты это птица, если я это сон, значит я буду сниться с раскаленным крылом. Если я вдруг растаю, то мой голос включи, твоим светом сияет, и как птичья кричи. И в завершении нашего выступления мы вспомним немножечко, буквально месяц назад, как таял снег. Самое прекрасное, наверное, время. Но сейчас тоже прекрасно. А? Или неделю назад. Или, ну где, смотря где, да. Можно так гонять по земному шару и идти все время по кромочке тающего снега. Так дойдешь где-нибудь там к лету до Северного полюса, потом обратно. Хорошее время, таяние снегов, да. Вот, и спасибо вам большое, что вы пришли, что вы разделили с нами сегодня ваше время, подарили нам ваше внимание. Еще представлю музыкантов сразу. Вот белорусские цимбалы, вокал, перкуссия Ирина Рогалева. Аккордеон, металлофон, вокал и чувство юмора Елена Крепнина.
бас-гитара, двигатель прогресса Ульяна Каратаева. Легкость бытия и нежность и хрупкость Марина Петрова, украинский цимбал, вокал. Я зовут Марина Санникова. Итак, слышишь, как тает снег? Песня называется так. Темных отталых вод улицы и дома, в снах на окладе нот стрелка укажет весна, весна. В птичьем письме ответ лет тает ресниц размах. Бах, время решила за вас, раз и сделала новый взмах. Миг собрался соном ветер определен, он времени гонит век, он слышит, тает снег, тает снег. Тает, как снег, снег сыплет на землю свет, свет, сердце мое поет о тебе. Слушай, как тает снег.
Хорошего вечера всем. Доброго вечера.